Привет, друзья, с вами одинокий Джейсон. На днях я выпустил ролик, где я подробно высказался по поводу фильма, выпущенной Лолей Гагиевой в споре ингушами с осетинами. В данных ингушских традиций эта ингушка, комсомолка, решила сделать крайним в этом споре чеченцев и выпустила этот фильм, который был снят тоже другим ингушом, Ратмиром Ильяновым, в далеком 1985 году, 40 лет тому назад, где он тоже пытался найти чеченских банд, формировали Красной Армии. Тем самым он решил медвежью услугу русским сказать: вы знаете, это репортаж чеченцев. Сам фильм как бы был заявлен, как чеченцы и ингуши были названы врагами народа и были депортированы. И поэтому вот я хочу рассказать вам правду. И вот эта правда будет горько. И вот он начал с чеченских гор, чеченских селений и чеченских имен. Но вот это традиция такая национальных ингушей, которые во всех своих бедах винят чеченцев. И вот сейчас споры между осетинами и ингушами. Вот Леля Гагиева тоже попыталась сделать чеченцев крайними, что, знаете, говорит, мы ингуши хорошие, мы не бандиты, мы не террористы. Это чеченцы были, поэтому вот на нас указали пальцем, и, конечно, нам приходится им отвечать. Знаете, этот Ратмир Ильянов, этот ингуш, рассказал о несуществующем предприятии Шамил, который был выдан НКВД СССР, чтобы депортировать нас, чеченцев, ингушей, невинных женщин, стариков, детей, которые... И самое смешное, вот, да, это фальшивки, но вот знаете, там это количество, мне самое бросается в глаза, это количество, 20 человек, засланных в тыл, это 30 человек засланных в тыл, всех вместе этих диверсантов собрать, их не собирается в 70 человек. 70 человек это что? В годы Великой Отечественной, где миллионы солдат русских попали, 3 миллиона солдат, первый месяц войны плен попал. Вся Украина, вся Беларусь, все эти войска, которые там, все они плену. Целая область, целое государство. Вот это ничего. А там 3-4 засосланных диверсанта, это как по-нашему, это разведка, да, называется по современному языку разведчики. Тогда называются диверсантами, а сейчас она разведка с боем, я не знаю, как это называют. И вот вокруг этих 70 мифических этих диверсантов, которые НКВД, представляете, с миллиона русские, 3 миллиона их сдалось этим немцам. И вот все отдали, Киев отдали, Минск они отдали без боя, все вот это бои там были, но там был очень, они оставляли эти города, как Сталинград, они защищают, просто сдавались, потому что не могли вот натиск вот этих вражеских войск, вот они просто вынуждены были сдавать эти огромные города СССР, вот это Минск точно так же, Киев точно так же сдали. И вот там нету крайних, там все хорошо, там СССР служили миллионы граждан СССР, это ничего, и это нормально, это оккупация, это вот все. А вот именно Чечено-Ингушская ССР не была, вот там она не была в оккупации, не была вот это, конечно, диверсанты засылалось, вот это, сколько их, наверное, в смоленских деревнях, брестских, брянских,
и вот это, вот этот, из этого какой-то ничтожное, вот этот, 70, еще не так были они, не были, скорее всего, их не было. Это выдумка, выдумка НКВД, потому что если бы сказали бы, что чеченские бандформирования, и это как-то чтобы немножко приукрасить, там бандформирование, тут диверсанты, потом еще восстания приплели, и какие-то восстания мифические, знаете, восстания. Вот почему-то про восстание ингушей в Грозном 73 году никто не хочет. Вот то же самое восстание. Основание всех ингушей депортировать якуты. Вот было основание в 1973 году всех ингушей обратно заслать туда, где им место, это крайняя Сибирь, пусть они там как пингвины там бегают. Вот было основание. И вот это тоже мы молчим. Вот 50 лет СССР, до этого только было одно значимое, вот это. То же самое, вот этот манифестация шахтеров Новочеркасске, да. Всех расстреляли. Этих ингушей бедная власть советская не тронула даже. Не тронула. Даже эти зачинщики, эти писатели, их 5 человек был. Это Идрис Базоркин, самый главный зачинщик. Вот это. Там могла пролиться кровь, если ввели бы войска. Многие чеченцы не позволили просто вести войска Грозный. И вот это 73 год. И вот даже вот в 85 году, когда этот фильм, этот «Человек Сима», как будто бы демократы, как будто бы все можно. И по заказу КГБ СССР, вот мы это сняли, этот фильм. И да, понятно, снято, там все тогда сотрудничали, все там агентами их не были. Но сейчас зачем через 40 лет ворошить прошлое, и которое спорное прошлое, которое придумано, вот, я не знаю, недругами, и вот этот ссылаться на свидетельство НКВД, это как раз дух ингушей, конечно, все их, они все здесь сотрудники НКВД, КГБ, вот вся вот эта рать ингушка, это вот их сотрудники, они без них и царское, когда вот царские времена то же самое было, все они под колпаком были вот этих служб, и, конечно, мы передаем эти связи в руки, и вот дошли до такого, до белого коленя, сейчас вообще потеряли берега, и каждый, кто может, старается угоду. То же самое, это же, когда нету эра на Кавказе, дружбы между народами, кому это выгодно? Конечно, адресат только в один, Лубянка. Когда мы будем все в мире, все будем процветать, это, знаете, потом захотим уйти с России. А лучше вот так, пусть друг друга грызутся, и еще они не прилагают никаких усилий. Вот эти ингуши сами стараться, они, как всегда, бегут впереди поезда. Да, в 1810 году не успел вот это сделать, и сразу же бегут впереди поезда, все делает, потому что вся смысл жизни этих товарищей заключена в этом предательстве, этом лжи, этом лицемерии. И, конечно, сейчас это видно, раньше они очень искусственно все это скрывали, потому что, знаете, под мнимая братская дружба можно было все совершать свои гнусные, подлые дела. Но в наше время, с одной стороны, это хорошо, все мы можем увидеть, весь мир зацифрован, и любой документ, любой, вот это мы можем взять, посмотреть, правда, неправда, как оно трактуется. И вот это тоже, какой-то черт сейчас решил, Беслан Султига, по-моему, он вот это. Раньше у него было другое название канала, сейчас он
типа исторически сделал. И вот сидит добровольное вхождение Северного Кавказа, России. Он не историк, он никто, просто совет старейшин, по-моему, он ходит. И вот этот пожилой джентльмен вот сидит и рассказывает нам, как добровольно входили народы Северного Кавказа в состав России. Не по, знаете, пусть русские это расскажут, они знают лучше тебя, дорогой ингуш. Они, вот, архивы у них все есть, все у них там записано, как это было, какие были агенты, кто как, с кем. И вот нет, мы будем читать великих классиков, цитат из книг. Вот интересно, вот так из цитат вся вот эта история ингушей, которую сейчас себе приписывают, которые сочиняют на коленке, вот из цитат книг. Интересно, из цитат кто-то, какой-нибудь другой народ делал свою историю. Вот это интересно. И смешно, я даже думаю, надо посмотреть, уже 2 части вышло, думаю, надо сидеть и их просмотреть, но, знаете, сил нет, вот какие-то кумыкских этих, надо, все это он начал с кумыкских, потому что до этого Хабиб Кумык пришел чеченскому историку Башламу Чимаеву и вот попытался доказать, что вот что такое кумыки, что такое чеченцы. И, конечно, тут сразу не хватает кац, ингуши решили помочь кумыкам, и все они дружно вот сейчас историю кумыков рассказывают. Вот он ту же 2-ю часть я не смог, к сожалению, полностью досмотреть, потому что это какой-то непонятно, без культуры, какие-то вот эти цитаты из книги, цитаты из очерков. Это разве исторический документ? Разве это архивный документ? Ну вот так эта история, вот они вот так пишут. Да, они даже и без цитат обходят. И когда касается дела других народов, они обращаются к классикам, цитатами бросает. Вот это тот сказал, Лаудая, тот сказал, это ты сказал. А когда про себя можно и без цитат, вот посочинить и вот рассказывать все это. Я, конечно, не знаю, вот проект Ингушетии, конечно, она существует. Скорее всего, будет снят фильм, кто-то снимет, конец до конца. Вот от начала до конца. Там, если это будет 5 частях, если это будет 10 частях, там есть массив информации, все есть. От 1810 года до 2026 года. Вот очень много всего. И, конечно, я надеюсь, кто-нибудь снимет этот фильм. Если я сам бы снял бы, так как я пишу, я типа как режиссер могу. Конечно, я не режиссер дипломированный, но как режиссер я могу снять, конечно, этот фильм. Просто техниками, не владея вот этими информационными вот этими технологиями, конечно, очень сложно. И вот в проекте этой Ингушетии можно было, конечно, снять этот фильм. Как этот генерал Базоркин, как вот это, потом этот его сын, этот, и потом его внук, вот этот НКВДшник, тоже. Но, знаете, в 1942 году, это не мы придумали, это диплом вот от Верховного Совета Чечено-Ингушской Ассамблеи, по этим дипломам, которые он получал, вот один из дипломов, то, что он там НКВДшником бегал вот по этим воинским частям, просвещал как политработники этих солдат. И здесь Базуркин это. А другой у него есть точно такая же грамота, или, может быть, это грамота постоянно, неправильно. Грамота Верховного Совета, да. Грамота, другая грамота, что он за то, что он написал
на сценарий фильма «Я буду танцевать» Махмуда Эсенбаева, Азербайджан фильм, по-моему, 1968 год, Азербайджан фильм вот снял. Вот эта грамота тоже присутствует. Вот мы все это не с потолка берем. Как вы же тоже можете пользоваться этим. Вот мы тоже вот так пользуемся, смотрим ваши биографии, вот вам зачитываем ваши неудобные. Вот это. Самое интересное, вот да, когда мы что-то говорим про это, Идриса Базоркина, мы говорим, о, он писатель, он написал «Из 7 веков», он написал «Волчьи ночи», там, он написал вот это, он написал то. Вот почему-то никто вот, старается, а не замечать, что он сын царского генерала. Скорее всего, на Кавказской войне еще. И не сын, а внук царского генерала. Он сам, представляете, родился в 1911 году, если он был внуком. Отец родился в 1800 примерно, когда он мог родиться. Я не знаю, в 1870 году или 1980 году, а вот его отец мог родиться еще раньше. Вот такое. И вот темные пятна истории мы не хотим. Свои пятна, свои истории мы это закрашиваем цветными красками. Очень удобно, очень модно. Знаете, как хамелеон, вот, перекрашивается в любой цвет, берут любую форму. Со стороны это странно наблюдать, потому что люди, не знаю, я немало думающих людей, они не могут, неужели нельзя вот эти их лохотрон раскрыть? Вот это я не понимаю. Или не нужно играть ихними правилами, знаете? Вот они снимают без конца вот это все. Почему вот этот Ратмир Лиянов в 1985 году снял этот фильм? Почему нельзя сейчас в 2026 или 2027 или 2028 снять точно такой же фильм про это фикции, проект Ингушетии? И вот чтобы наши потомки знали, кто они такие, откуда они взялись. Это же не случайно Магаз стал столицей этой Ингушетии. Это, знаете, мы же знаем 4 шагары ингушских, вот это ангушты, ангушты, гангуши, я их называю гангушами, вот которые с ангушта. Это один из, вот они вот все захватили. Вот этот клан, вот этот, который никакого отношения к нам, чеченцам, ингушам, которые проживали раньше к Лиговым, и вот этот Дурзуком не имеют они. Это какой-то, вот как этот, какой-то часть вот этого рода, которого вот азранов, вот этих, как это, цероицев, я не знаю, я-то не столько, я знаю это все, у меня расписано все, как, что, и вот как это, посмотри, вот первый съезд ингушей где состоялся, они назране, они джерахи, а состоялся Базоркин. Это и Базоркин что такое? Это рядовое гнездо вот этого генерала Базоркина. Почему они таким приближением этим Азран? Это же раньше по картам же были азрановцы, как они эти гангуши, вот это ангушты, и точно так же были азрановцы. Героицы, по-моему, и вот жерахцы. И вот один из 4 шагаров вот захватил эту власть, и до сих пор эта власть держит в своих руках, и бедные эти ингуши, которые чистокровные. И вот такое. И многие чеченцы, ой, ингуши наши братья, не те братья, которые оттуда вышли, это совсем другая категория людей. Это евреи, грузины, я непонятно какого микса. Это не те же самые, что и джарахцы, что и азрановцы.
это не то же самое. Его вот, скорее всего, придется кому-то заняться этой историей, которой не было этих мужчин. И вот красивый, хороший фильм снять. Хорошенький фильм снять. Со всеми свидетелями, со всеми документами, со всеми вот это. И все, что они сейчас делают, все, что это, имена этих агентов нужно назвать, как они в этот фильме называют, и именами бросаются. И вот так с ними нужно действовать, как они. И мне кажется, что дойдут руки чеченцев. И до этого сейчас, конечно, они заняты другим, более важными делами. История же, она же не приносит прибыли. Она не приносит прибыли. Это, как всегда, мы оставим для потом, сколько известных именитых людей чеченцев, как они не могли полностью вот это. И как-то, я не знаю, если историк, какой-то вот это чеченки, Ибрагимова, по-моему, она в Москве, она в каком-то именитом институте, она окончила Грозный исторический факультет, Чечен-Ингушский университет. И вот эта монография вот этого чеченцев и России, царской России, вот она не поленилась. 1800, по-моему, страниц эта монография написала. И вот на радость ингуши. А почему нельзя написать точно так же? Почему именно то, что говорят русские, нужно написать свои истории? А нельзя же просто сесть, и что вот у нас тоже, вот что мы думаем. Обязательно нужно вот грузины так сказали, эти так сказали, эти так. А почему своего мнения нет, своего вот исторического вот этого нет, вот тоже непонятно. Это я так рассуждаю в Бангкоке, сижу и рассуждаю, как было бы здорово. Но знаете, наверное, умнее меня, профессора есть, академики есть. Почему никому в голову не приходит самим написать эту свою историю? Ни русским, ни узбекам, ни грузинам, ни папуасам, а самим, вот, вы чеченцы, вы напишите, у вас сейчас Академия наук есть, вот напишите свою историю, как вы это думаете. Не как ингуши думают, а как вы думаете. И, надеюсь, дойдут руки и до этого. Конечно, сложно обвинять чеченцев, что вот они вот так легкомысленные, потому что много проблем, их нужно решать серьезно. Растет страшно, растет на населении. Одну школу построил, потом нужно построить другую школу. Садик построил, сразу же нужно начинать фундамент класс, чтобы строить другого садика. Вот так, скорее всего, так замотаны этими бесконечными стройками. Тем более после двух чеченских войн все было разрушено, они все это восстанавливали. Конечно, какая-то усталость видится. И это войны, это, конечно, это какой-то отпечаток дало. У нас же не было 24 часа фестиваля каких-то ингушей, которые онлайн сидят, попкорн ждут хэппи-энда. Сейчас чеченцы всех русских, их всех прикончат, и мы сейчас все захватим, это запишем на себя. Тем более мы все украли уже заранее, чеченцы, все это и везли Назран, все достояние чеченцев. Просто скажем, что это мы. И как всегда, бегут впереди поля, я вам вначале говорю. И вот еще рано об этом рассказывают, но они не могут дождаться, и вот сами себе выдают, рассказывают эти небылицы, притязания чеченца. И, конечно, мы должны понять, к чему это идет. Вы думаете, Третья Чеченская война начнется из Москвы, из Грозного? Нет, она начнется из Назрани. Вот оттуда, Ингуши его начнут. Это они, наши братья, начнут. Это сейчас порядочных людей, конечно, осталось.
но их очень мало, очень критически малая масса, потому что вот даже одно вот это ТикТоки, как вы видели эти кадры, вот, Вайлдберш, вот это, как это подставили у них под рельсы, как в 2018 году, в 2008 году украли у чеченцев эти земли, в 2009 году записали на себя односторонний порядок. Но голову им не пришло записать вот точно так же в одностороннем порядке приграничный район, свой Владикавказ, а себя. Нет, это мы не сделали. Ставропольский край не ввели состав Ингушетии. А вот Галанчевский район Чечни можно ввести состав Ингушетии и сказать, что это наш. И вот эти методы мы знаем. И вот это третий смысл. Это Азрань. Они начнут. Не русские, не чеченцы, а вот эти ингуши. Вот они этому идут. Вот вся их деятельность сейчас, если внимательно посмотрите, вот этому они идут. Очень сложно вот это полных условий все это рассказывать. Но, знаете, между нами очень большая пропасть. Казалось бы, Назрань 100 километров, город Грозно, но такая пропасть между нами. Как будто бы мы находимся на двух разных планетах. Какие-то чужеродные или существа. И очень это печально, конечно, наших вековой дружбы. Вот именно вековой дружбы. А вы рады стараться, конечно, рады стараться. Зачем вам чеченцы? Вам чеченцы сейчас не нужны. Вам зачем чеченцы? Когда нужно было 70 лет, вот вы на шее этих чеченцев сидели, все захватили в Осетии, потом пришли к нам в Чечню. Думали, это у вас останется. И потом приберет Иченское, а потом Великие Ингушетии создадите. Вот как вы создали эти Ингушетии? Это же проект Ингушетии. Какой-то куш, как непонятно, вот этих ангушты, которые вот это. И вот они смогли, вот с помощью, конечно, без русских никак это не смогли бы. Вот эти войны кавказские, вот один кусок стяпали, другой кусок стяпали. И вот всю малость Чечня, ваши Ингушетии, малость Чечня все. И зачем вы назвали эти Ингушетии, тоже непонятно. Вот, звать бы малость Чечня. Вот исторически это правильно. Исторически это правильно. Поэтому у вас Назрань, не Назрань, у вас Магаз, столица. Вот так у вас все. Потому что вы знаете, вы были никто там, даже у вас не просто в картах иногда отмечались, Галгай вот этот Ангуш. А вот Назрань всегда. Назрань крепостью была, как Владикавказ, как Грозный, как Ведено, вот Назрань тоже крепостью была. И вот назранцы, да, раньше, чем вы, ингуши, появились эти азранцы, вот они преемники вашей Ингушетии, и как-то их, и вот они, вот поэтому вы их дискриминируете. Таким небрежеством, насиркортовцы. Вот вы так называете этих назранцев, насиркортовцами. Интересно, в Грозном тоже есть алдинцы, вот их всех грозницев называют так, алдинцами, как это бы. Вот так. Я не расследовал, конечно, ваши вот эти истории. И вот такие дела, я не знаю, хочется пламенную речь вам толкнуть, но она не стоит этого. Поэтому я вот так сижу, ни о чем не разговариваю. Потому что Ингушетия это ни о чем. Там нет этих выдающихся вот этих достижений. Нет и древних
стерилизации, нет вот это вот все. Поэтому и вот такой, как вам сказать, эти русские выпустили джин из бутылки. Мне кажется, потом за голову они сами будут хвататься. Монстры вырастили на свою голову. И, скорее всего, это обернется им против. Если твое существо захватывает чужую всю свою жизнь, вот так ты вот всю историю этой Ингушетии вот захватывать чужое, то этих цароицу, то этих назран, все себе. И вот вся существует, чтобы захватить чужое, присвоить чужое. И, конечно, вот это же до сих пор, это же крови, это, и потом и их не остановить. И так думаю, не можем говорить о чести, достоинстве, о доблести, о героизме, конечно. Там немножко порассуждали. А вот когда никчемность людей, их не жалость, их не завистливость, то хочется об этом рассказывать, потому что просто я так думаю, какой-то найдется. Вот после всего, что было, знаете, кто-то, знаете, какая-то теплица на надежде, что кто-то, вот мы-то, я-то что могу? Я просто могу наблюдать, об этом говорить. Вот найдется им противовес. Вот, знаете, я что думаю? Первый, когда я приехал в Европу, какой-то 16-17-летний парень, ингуш, в Брюсселе он жил, и даже могу вспомнить, как его зовут. И вот он компьютерные вот эти курсы оканчивал. Для меня, знаете, я приехал из России, даже в России это вот, и вот ты вот это, представляете, в Европе оканчивает вот этот, не курс, а это университет поступил, чтобы компьютерные вот эти технологии. Представляете, 4 лет человек, 4 или 6 лет, я не знаю, сколько он там будет учиться. И вот мне был даже и подросток, такой приятный, миленький, симпатичный парень. Я вот это своему другу чеченцу сказал, знаешь, ему очень подойдут эти компьютерные вот эти технологии, потому что он к лицу был вот такой веселенький, такой радостный, такой симпатичный парень. И вот он, сейчас я сижу и думаю, вот каких у меня до сих пор сохранились вещи, которые он мне постоянно помогал покупать, чтобы вот раньше как не было это HDMI, это все надо было какие-то устройства покупать. И вот до сих пор у меня сохранились они. И когда я на них, иногда я порядок в квартире делаю, вот натыкаюсь на эти его поберушки. И вот сейчас мне очень страшно, потому что вот этот парень, он сейчас взрослый человек, он овладел всеми технологиями. Скорее всего, вот такие люди, которые приехали в эту Европу, выучились, и вот эти все создают, я надеюсь, он не продался дьяволу, потому что был такой светлый парень, сейчас без ничего, такой приятный. И я надеюсь, он вот, и сидит там, а не создает эти сайты против чеченцев, и не участвовать в этом подлости. Я, знаете, очень многими ингушами встречался, и отношения имел, и дружил, и я не знаю, как относиться. Конечно, это неправильно, когда взаимные обвинения бросаемся вот. И, конечно, это неправильно, скорее всего. Но знаете, если оскорбляют тебя, ты же не можешь просто сидеть и делать вид, что ничего не происходит.
провокация за провокацией, провокация. Вот мы в какой-то новый формат вошли с этими гущами с 2018. Да нет, все говорят 2018, я тоже, знаете, ошибочно говорю. Нет, это 2012 года они начали. 12 это ведут они, поэтому были в 2018 году они были подготовлены, они сразу сориентировались, сразу все начали, уже готовы были эти карты фальшивые, это вот это арт-подготовка была в 2012 году, когда первый конфликт был, вот тогда они начали. И вот эпогея была 2018 год, когда они все, не стесняясь своих выражениях, начали на нас бросать эту грязь, а потом сейчас продолжается. Это продолжение всего. 73 год был первая вот эта попытка. И вот так это. Потом был 88 год, потом был 92 год. Вот так они идут. Потом был 2004 с Дядько, ушел Дядько, пришел, он тоже поднял всех вообще фас на чеченцев книжки, вот это когда шла война у нас в Чечне, вот они делают. А потом 2008 год прихватили, 2009 год ввели чеченское прихвачение земли. Вот так это. И по частям шло. И я не знаю, когда у них будет этот отпуск, интересно у них будет когда-нибудь. Ну вот такой. Нет желания о них говорить, пока с вами был одинокий Джейсон из Бангкока. Надеюсь, у вас все хорошо.